Ну и в завершении выпуска также о празднике. В Нерюнгри начались новогодние елки главы города. Всю неделю Леонид Олейник будет поздравлять юных нерюнгринцев с долгожданным праздником. Все подробности у нашего корреспондента Екатерины Павловой. Работники Центра культуры имени Пушкина совместно с городской администрацией организовали традиционные новогодние елки главы. В благотворительных новогодних утренниках принимают участие дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также детки с ограниченными возможностями. В прошлом году мы поздравили около 450 детей. Сегодня мы готовы поздравить около 600 детей. Еще целая неделя будут проходить утренники каждый день. Все школы у нас проводят, многие предприятия и организации сделали заявки. Работники культуры очаровывают ребятишек красочной доброй сказкой у лукоморья с участием героев из разных сказок и мультфильмов. Сказочные персонажи со сцены веселят детей, проводят много забавных конкурсов. После концерта дети спешат на большую елку, где поют песни, танцуют, водят хороводы со Снегурочкой и Дедом Морозом. После чего с искренней радостью получают приготовленные для них сладкие подарки. А главный подарок для детей – это волшебная добрая сказка, в которую они попали сегодня и которая надолго останется у них в душе. Была большая елка, самая красивая. Дед Мороз был очень большой, классный. Нам подарили подарки, было весело. Мне понравилось, когда мы ходили в большой зал, где мы смотрели представление. Мне понравился кот и Баба Яга. Мне понравился спектакль, он был очень классный. А когда мы водили хоровод и играли в игры, это было очень весело. Дед Мороз и Снегурочка совместно с волонтерами всю неделю будут поздравлять ребятишек на дому. Тех, кто не смог по причине здоровья прийти на елку к голове. Екатерина Павлова, Кирилл Федоров, НВК Саха-Нерюнгри.